Талай Наматов, житель села Кызылсу на севере Кыргызстана, уже 10 лет состоит на учете как безработный. Не найдя себе постоянного заработка, он обзавелся подсобным хозяйством, стал разводить баранов. Сейчас работы нету, еле-еле вот сам себе, детей надо кормить. Так, потихоньку живем. Хочу вот большое это дело делать, помощь ниоткуда, вот сам себе вот так потихоньку живем. Вот. Талай продает откормленных баранов и на вырученные деньги покупает продукты. Все идет в дело. Из шерсти супруга делает одеяло, помет баранов используется как топливо. В таком положении оказалась не только эта семья. Картина типична для кыргызской глубинки. Безработица – основная проблема. «Помоги себе сам» – этот девиз взяли на вооружение несколько сельчанок. Женщины объединились в небольшую группу взаимопомощи и открыли швейный цех. Желающих работать здесь много. Желающих очень много. У нас запись, мы рассчитывали на 70 рабочих мест, у нас по записи сейчас идет более 300 человек. У Атыр Чекирова и ее новых подруг сегодня без преувеличения счастливый день. Их приняли на работу и дали первый заказ на пошив униформы для сотрудников цеха. Закончив техническое учебное заведение, я работала в быткомбинате, но после его закрытия осталась без работы на 25 лет. Теперь надеюсь приносить пользу всем людям. Такие объединения появились еще в нескольких населенных пунктах. В селе Джиле-Добо члены группы взаимопомощи делают сувениры в национальном стиле. Делают это не на открытом воздухе и под старинные народные песни. Такая методика интересна туристам. Женщины привлекли в помощь и своих мужей. Люди выживать вместе легче, оказывается. И то, что, например, у нас есть, если у одного есть лошадь, у другого есть телега, к примеру, получается, что они вместе могут сделать какую-то работу. Люди объединяются и начинают работать вместе, верят в друг друга, получают групповые кредиты. На основе этих групповых кредитов они стали обрабатывать землю. Эти ташоки и сувениры в ближайшем будущем станут украшением юрты для туристов. Создание таких объединений, говорят сельчане, дело важное и перспективное. Появляются новые рабочие места. Помогая друг другу, люди улучшают и свое положение.